Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Якутяне задолжали по алиментам почти миллиард. По данным судебных приставов, свыше 86 должников мужчины. В основном алименты не платят люди в возрасте 30-40 лет. Отметим, что размер удержания рассчитан в Семейном кодексе. На одного ребенка предусматривается четверть от всех доходов. На двоих треть, а на троих и больше половина. При этом закон допускает выплату строго установленной, то есть твердой денежной суммы по решению суда. В Ленске началось очередное противостояние. Камнем преткновения на этот раз стал алкоголь, точнее магазины, торгующие им. Районная власть настаивает на сокращении торговых точек. Бизнесмены в свою очередь не согласны и предлагают всесторонне исследовать вопрос на предмет закрытия магазинов. Одним из основных аргументов предпринимателей – возможный рост нелегальной продажи алкоголя и контрафакта, а значит и отравлений. На прошедших публичных слушаниях принято решение произвести анализ ситуации, учитывающий интересы всех сторон. Мы специально инициировали публичные слушания, чтобы мы хотели и услышали реакцию бизнеса нашего на территории Ленского района. Сейчас тот проект, который мы вынесли, определение границ на 300 метров, сейчас мы его отклонили. Дали время и нам, и предпринимателям для анализа текущей ситуации до 1 января 2019 года, чтобы потом уже, исходя из этой ситуации, из анализа, сделать какие-то выводы определенные и подготовить новый проект постановления. В суд Нерюнгри направлено дело 4 граждан Таджикистана, которые подделали миграционные карты. Их мигранты купили у неизвестного. Также они купили поддельные паспорта с подложными штампами о пересечении границ России. 2000 рублей штрафа получил житель Нюрбинского района за оскорбление в группе WhatsApp. Мужчина был пьян и допустил слова в неприличной форме, которые задели честь и достоинство личности. В группе состоит большое количество пользователей Нюрбинского района. Возбуждено административное дело. 3 года 5 месяцев в колонии поселения получил мошенник, который под видом золота сдавал позолоченное серебро в ломбарды. Его задержали после 8 эпизодов, во время которых он смог выручить более 400 тысяч рублей. Самолет авиакомпании «Якутия» совершил аварийную посадку в столице республики. У выполнявшего рейс по маршруту Ленс-Якутск самолета Ан-24 произошла поломка 3 пневматиков колес шасси. На борту было 28 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. Воздушное судно отбуксировано на место стоянки. Назначено расследование, сообщили представители авиаперевозчика. Сними, пожалуйста, секунд 10 нас. Прокуратура республики выявила свыше 500 нарушений закона в работе Министерства спорта Якутии. Возбуждено 65 административных дел. Факты закрытия консервации спортивного зала в Верхоянском районе, эксплуатации спортивных комплексов в отсутствии заключения органов пожарного и санитарного надзора о соответствии зданий установленным требованиям, необеспечение муниципальных детско-юношеских спортивных школ необходимым спортивным оборудованием. В ряде районов прокурорами приняты меры по фактам допуска к работе с детьми лиц, ранее подвергавшихся уголовному преследованию. Установлены случаи занятия детей спортом в спортивных залах, находящихся в ветхом состоянии, не соответствующих температурному режиму, занятия детей спортом ввиду отсутствия спортивного зала в неприспособленном здании сельского клуба и другие нарушения. В столице республики силовые структуры провели контртеррористические учения. Согласно замыслу, в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестные лица совершили вооруженное нападение на центральный контрольно-пропускной пункт Якутской ТЭЦ. В результате обстрела и применения гранат есть погибшие и пострадавшие. Преступники скрылись на автомашине в неизвестном направлении. По команде на объект прибыл подразделение силовых структур и специальных служб. Территория промышленного округа была объявлена зоной контртеррористической операции. Склонить террористов к прекращению преступной деятельности не представилось возможным, в связи с чем было принято решение о силовом варианте обезвреживания преступников. В результате действий антитеррористических подразделений условные террористы нейтрализованы.
Одной из основных причин инвалидизации населения является инсульт. В структуре смертности сосудистые расстройства занимает второе место, приводящих к инсульту факторов свыше 200. Современная медицина минимизирует последствия болезни, но не сводит их к нулю. Можно ли избежать удара и что необходимо делать для того, чтобы восстановить здоровье, в материале наших алданских корреспондентов. Рассеянность сознания, онемение конечностей, нарушение координации движений, гримаса вместо попытки улыбнуться, чувство оглушенности и ослабление зрения – таковы признаки инсульта, нарушение мозгового кровоснабжения, приводящего к гибели клеток мозга. В прошлом году в Алданском районе с типичными симптомами в больнице обратились 147 человек. Из 147 126 человек были госпитализированы только в наше неврологическое отделение. То есть фактически, будем говорить, 90%, 95% госпитализируются со всего района в Алданскую ЦРБ. Инсульт – одна из основных причин инвалидизации населения. 1/5 часть выживших после удара нуждается в уходе. Полностью восстанавливаются лишь 20%. Инсульт страшен непредсказуемостью. Вопреки бытующему мнению, гипертония – не единственная предпосылка возможных сосудистых проблем. Причин, факторов риска развития инсульта больше 200. Основные заболевания, которые приводят к инсультам, это, конечно, заболевания сердечно-сосудистые. Работа у Евгения Крупина есть всегда. Наладчик швейных машин устранит любую поломку и заново соберет сложный механизм. Нужно шевелиться. Таково жизненное кредо Евгения Федоровича. В 1995 году у него случился инсульт. Учиться ходить пришлось заново. Сегодня последствий болезни мужчина словно и не замечает. Во-первых, тяжело. Сейчас я уже привык, будто я с этими ударами родился. Успех лечения во многом зависит от оказания своевременной помощи. Первоочередные меры необходимо принимать в течение 90 минут с момента удара. Инсульт опасен последствиями. Прасковья Алексеевна перенесла удар 13 лет назад. Восстанавливалась долго. Общеукрепляющие процедуры стали привычным образом жизни. Да, конечно, но в первое время вроде еще лучше было, а сейчас хуже стало. Ноги отказывают. Рука совсем не работает. Инсульт чаще случается у мужчин. Группу риска составляют люди преклонного возраста. Введение здорового образа жизни и отказ от вредных привычек позволит минимизировать риск нарушений кровообращения. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. На этом пока все. Берегите себя.